Я хотел бы поговорить, там вот в конце сюжета было про Эдема Бекирова. Человек в тяжелейшем состоянии физическом, без ноги, с тяжелой просто в ситуации с сердцем и диабетом и так далее. Каким образом мы будем пытаться его спасти? Что будем предпринимать в ближайшее время? Мы делаем то, что мы можем делать. Я хочу здесь быть максимально честным. Я вчера в Париже в своих пояснениях ситуации в Крыму всегда приводил именно ситуацию с Эдемом Бекировым для того, чтобы просто попытаться продемонстрировать своим собеседникам крайнюю жестокость оккупационного режима по отношению именно к крымским татарам. То, что происходит сейчас с Эдемом Бекировым, это, я в этом убежден, связано с особым таким посланием российских оккупантов, направленным к крымским татарам. Они как бы говорят: видите, мы никого не жалеем, более того, мы можем растоптать человека, который по своим болезням, состоянию никак не может находиться в тюрьме. И поэтому из этого, как бы говорит оккупационная власть всем другим крымтатарам, делайте вывод, что будет с вами, если мы не сострадаем вот такого рода людям с таким состоянием здоровья, как Эдем Бекиров. Эдем Бекиров сейчас как бы вот этим отношением варварским со стороны российских оккупантов, он как бы вот стал объектом, да, вот как крымско-татарский народ, то есть на нем сейчас сфокусировалась вот эта вся жестокость, садизм российской оккупационной власти. Они его просто убивают. Мы пытаемся докричаться до всего мира, но пока результаты, как вы видите, их нет.